Чаша отныне горит ярко. С символического факела эстафета газа запускается голубое топливо в новый соцобъект. Скоро 4-я школа Назрани сможет принять своих первых учеников в теплых кабинетах и коридорах. Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов отметил, что это не просто торжественный запуск и техническая акция, а показатель эффективного и плодотворного сотрудничества республики с ПАО «Газпром» и с компанией «Газпром Межрегионгаз». Уважаемые гости, в Ингушетии благодаря всемирной помощи федерального центра реализация ряда региональных и федеральных проектов идет процесс создания материальной основы. В 2023 году планируется построить 11 школ. Естественно, делается все для подрастающего поколения россиян, жителей Ингушетии, которые будут учиться и воспитываться в них, имея лучшие условия. Заместитель председателя правительства Александр Новак отметил, что в Ингушетии высокий уровень газификации. Новая школа на 720 мест в Назрани – это самый первый объект образования, который подключат к теплу в рамках программы дегазификации в регионе. У нас есть поручение президента обеспечить проведение без привлечения средств населения газа до границ каждого земельного участка, где расположен дом, правда, честно скажу, который зарегистрирован. И мы такое же поручение имеем, чтобы провести газ во все школы и детские дошкольные учреждения, которые будут на территории республики построены. Смею вас заверить, мы это поручение выполним. В прошлом году мы эту работу начали. Думаю, что она более активно развернется с учетом регистрации в текущем году. В прошлом году ресурсоснабжающая организация довела газ до земельных участков 504 тысяч домовладений страны. Сегодня к этой программе подключаются учреждения образования, здравоохранения и культуры. В этом году мы ждем еще более ощутимые результаты по подключению новых потребителей на внутреннем рынке газа в Российской Федерации. В Ингушетии хорошая большая программа, и мы только здесь, в республике, видим потенциал 4000 домовладений, которые находятся в уже газифицированных населенных пунктах, куда нужно провести газ. Сегодня мы с главой республики обсудили возможность и выполнение поручения президента о предоставлении субсидий в размере 100 тысяч рублей для льготных категорий для производства работ по устройству внутренних газопроводов и приобретения газоиспользующего оборудования в домах. Мы этим, конечно, будем способствовать повышению качества жизни людей, развитию экономики регионов и экономики республики. Это, конечно, будем вместе делать с руководством регионов. Хочу сказать огромное спасибо главе республики Махмуду Али Маршариповичу. Источником горячего водоснабжения и отопления новой школы станет автоматизированная блочно-модульная котельная, работающая на газе. Гарантия от нас 5 лет. Это же школа, ты уйдешь, кто ее будет ремонтировать? Нет, ты подпиши сразу договор должен быть. Договор, да. Нам в случае физического обслуживания. Запчасти в резерв положи, значит, аварийную службу, чтобы твоя могла выехать. Мощность котельной 1500 киловатт. Здесь предусмотрели 2 котла, один резервный. Каждый по 750 киловатт итальянского производства. Также горелки итальянского производства фирмы «Балтур». Полностью оснащен водохимоочисткой. Уровень газификации в Ингушетии на сегодняшний день составляет почти 80%. Газифицированы порядка 65 тысяч частных домов и квартир. Тепло в каждый дом. В Ингушетии функционируют вот такие передвижные мобильные офисы по приему заявок по дегазификации. Все делается для удобства граждан. Махмуд Али Калиматов поручил правительству усилить работу мобильных офисов. Их также могут предоставить для совместной работы с Росреестром, для того, чтобы можно было сразу же оформить дом. Специалисты будут вести разъяснительную работу с жителями и, не теряя времени, оформлять все необходимые документы. Чтобы легко подать заявку, можно позвать и по единому окну, прийти в газовую службу, можно на сайт оператора, можно в госуслуги. Значит, МФЦ у вас принимает заявки на газификацию? Принимает? Деньги не берете за это? Нет. Также правительством Ингушетии будет представлена субсидия для догазификации льготников.
«Газпром» построит газопроводы до границ земельных участков заявителей, а правительство Республики Ингушетия предоставит субсидии в соответствии с поручением президента 9 льготным категориям до не менее 100 тысяч. И я думаю, что в этом смысле 2023 год в рамках программы газификации и догазификации у нас будет очень активным в Республике Ингушетия. Ингушетия может досрочно завершить дегазификацию в случае, если жители оформят свои дома и заключат договоры. Президент программу социальную выдвинул. «Газпром», Межрегионгаз говорит: товарищи, мы вам вот. И примеры этому вот приехали сами лично в Ингушетию. Хочу поблагодарить всех, кто участвовал в этом. Оплатили, приехали, открыли. Оформить надо домовладение. Без этого и любое подключение газового оборудования – это источник повышенной опасности. Далее глава Ингушетии и почетные гости осмотрели школу. Для учащихся и преподавателей здесь созданы все самые современные условия. 4-ю школу возвели на месте старой 1977 года постройки. Она не отвечала современным требованиям. На период строительства данной школы все обучающие и педагогический персонал были переведены в среднюю общеобразовательную школу номер 12 города Назрань. У нас там идет с 1 по 11 класс, вторая смена. Был организован подвоз детей, то есть мы подвозим детей каждый день и обратно забираем. За новые парты учащиеся смогут сесть уже в начале февраля. «Газпром» также для учреждения выделил подарки, в их числе и стол для тенниса, который опробовали Махмуд Али Калиматов и Сергей Густав. Также ребятам купили современное оборудование для съемок в школе. Сегодня нам подарили подарки, фотоаппараты. И сейчас мы будем снимать хороший контент для нашей школы. телефон ишти бог буруах. Тахана якерт школ хайылыш бяхкач хашиш Газпромер хашиш тхон дик фотоаппаратени садикамени петлички яни. В целом, говоря о газификации, в регионе отмечается положительная динамика. В общем, мечты сбываются, и сегодняшнее мероприятие тому подтверждение. Зелимхан Калоев, Асхаб Билакиев, Новости 24.